Азбука юного гражданина Республики Коми или путешествие с Войпелем. Познакомьтесь, это Петя. Он живет в столице Республики Коми, городе Сыктывкаре, и учится во 2 классе. Его папа биолог, он изучает природу нашего края. А мама Пети историк и краевед. Она проводит экскурсии в музее. А это Ариша, двоюродная сестра Пети, первоклассница. На самом деле ее зовут Арина, но мама говорит, что Арина – это имя для очень серьезной девочки, а ее дочь веселая, любознательная и общительная, поэтому в семье Арину называют Аришкой. Живет Аришка на самом севере, в городе Воркута. Папа Ариши – геолог, он ищет разные полезные ископаемые в горах Полярного Урала, а мама девочки – филолог. Она изучает русский и коми-языки, выясняет, откуда произошли разные слова и знает немало сказаний и легенд. Она много читает и даже пишет книги. На лето Ариша прилетает в гости к Пете в Сыктывкар, а потом они вместе едут к бабушке и дедушке на юг республики в село Ып. Вот такая географическая карта Республики Коми есть у Пети. На ней обозначены разные районы и населенные пункты. Когда Петя путешествует, он всегда берет с собой эту карту. А это Войпель, северный ветер, повелитель холода. А еще он защитник коми народа. Когда-то, очень давно, люди не понимали законов природы и верили в разные божества, которые могли их защитить или, наоборот, нанести вред. Одним из таких загадочных персонажей древних мифов был Войпель. О том, что означает его имя, вы узнаете, когда прочитаете книгу. Войпель не только помогает путешествовать нашим новым знакомым Арише и Пете, а еще он приготовил для вас специальные задания и загадки. В книге в увлекательной форме рассказывается об истории, географии, природе Республики Коми, о бытии и традициях коми народа. Петя и Ариша путешествуют с северным ветром Войпелем по разным уголкам республики, знакомятся с ее красотой и богатством, раскрывают ее тайны. Благодаря встречам с замечательными людьми они получили начальные знания о родной земле, взглянули на привычные вещи новыми глазами и готовы к дальнейшим открытиям. Рассказ о путешествии детей дополняется интересными сведениями, стихами, мифами и развивающими заданиями. А также узнайте, что самый длинный в Европе проспект – это Октябрьский проспект в Сыктывкаре. Его длина 18 километров, а самый большой в Европе национальный парк – Национальный парк Юга-2. А об остальных интересных фактах вы узнаете из рубрики «Самые-самые», когда возьмете прочитать книгу «Азбука юного гражданина». Вместе с Аришей и Петей вы узнаете, кто такой Ягморт, кто такой Пера-богатырь. Вы побываете в охотничьей избушке и пройдете тропой охотника. Узнаете, почему Карткейрос переводится как «железная гора». Книга предназначена для чтения родителями с детьми младшего школьного возраста, может быть использована педагогами дошкольных учреждений и учителями начальной школы как дополнительный материал для знакомства с родным краем. Книга ждет своих читателей в Центральной детской библиотеке «Алый парус» в зале «Мечтатели».